Вы слушаете аудиоподкаст «Дерс», посвященный истории народов Крыма. В этом эпизоде курса лекций кандидата философских наук Надира Бекирова вы узнаете об упоминании русов в письменных источниках, являются ли русы военно-политической элитой славян. Также узнаем, существовал ли русский каганат и при чем тут хазары. На фоне того, что происходило в этот период в Крыму, имеется в виду первое и начало второго тысячелетия, даже середина нашей эры, в X веке в связи с Крымом впервые упоминаются русские. Для того, чтобы понять, какая связь между тогдашними упоминаемыми русскими и Крымом, нельзя обойтись без того, чтобы не попытаться разобраться, а кто такие русские вот этого 8, 9, 10 века нашей эры. Несмотря на кажущуюся для современного жителя России очевидность, вопрос о том, кто такие русские и каким образом они появились не только в Крыму, но вообще на территории Киевской Руси, довольно непрост. Вот как и где упоминается в письменных источниках первого тысячелетия нашей эры русские. VI век. То есть еще задолго до Киевской Руси. Прикаспийский автор XV века Захир ад-Дин Мараши упоминает русов в районе Северного Кавказа. Допустим, он жил через 1000 лет и где-то там переписывал. Но вот что интересно. 643 год. Арабский автор ат-Табари дважды называет русов как врагов мира и в особенности арабов. То есть Северный Кавказ, тут арабы. 773 и 774 года. Во французской поэме «Обожье датчанине» упоминается русский граф, внимание, Эрно, возглавляющий русский отряд, защищающий, внимание, Павию, столицу лангобардов, это Северная Италия, от войска Карла Великого. В Северной Италии русы занимали район Гарды близ Вероны. 778 год. Песнь о Раванде знаменитая называет русов в числе противников франкского войска. То есть в составе арабов. Конец 8-го, начало 9 века. В поэме Сесси русский великан Фьерабрас выступает на стороне Гиты Кленда Видукинда Саксонского против Карла Великого. Фьерабрас из Руссии, исполин с прекрасной гривой русых и курчавых волос, рыжеватой бородой и с рубцеватым лицом. Около 821 года нашей эры. Это примерно то время, когда русские начинают упоминаться в связи с Киевской Русью. Географ Барский называет русов рядом с хазарами, а также неких росов где-то в междуречии Эльбы и Салы. Он их именует атаросы, вилиросы, хозиросы, забросы. 844 год нашей эры. Аль-Якуби сообщает о нападении русов на Севилью в Испании. Обращает на себя внимание, что росы и русские упоминаются довольно заметно, на несколько веков позже, чем все остальные там в Крыму, включая скифов, готов, гуннов. А другое – это то, что разброс от Хазарии до Испании, а также в Италии и в Германии, где-то на границе с арабами. Эти авторы, писавшие о росах или русских, не были знакомы между собой, жили в разных местах в разное время и писали каждый о своем. Объединяет их имя и эпоха – великое переселение народов. Когда, например, аланы с Северного Кавказа доходили и оседали в Испании. И это абсолютно закрепленный, зафиксированный исторический факт. А готы, начав в Скандинавии, сделали круг по всей Европе и взяли Рим, пройдя через Северную Африку. Представьте, что нужно было нападать на Рим, для того, чтобы напасть на Рим, пройти всю Европу, Испанию, переправиться в Северную Африку и уже оттуда, снова переправившись в Италию, атаковать Рим.
Есть и еще одна тонкость. Некоторые исследователи разделяют русов и росов, считая их разными народами, точнее племенами, живущими в разных местах. К этому добавляется и то, что некоторые северокавказские племена, чья этническая принадлежность до сих пор не установлена, назывались аорс. У исследователей до сих пор нет общего мнения по вопросу о том, кто же они были. Дело осложняется еще и тем, что в некоторых западноевропейских источниках упоминается так называемый русский каганат. В ряде источников IX века правитель русов назывался Каганом или Хаканом. Самое раннее сообщение об этом относится к 839 году в источнике, известном как Бертинские анналы, то есть европейском источнике, когда, согласно русским летописям, еще не существовало новгородского и киевского княжеств, Рюриковичей. Каган – тюркский титул, который носили верховные правители кочевых империй. Вероятнее всего, русы могли заимствовать его у хазар, потому что на этой территории господствовал хазарский каганат. В источниках X века титул по отношению к правителям Руси не употребляется, что может свидетельствовать о том, что он вышел из употребления. Однако он появляется в ряде древнерусских текстов XI-XII века применительно к киевским князьям. Есть несколько точек зрения на возникновение Киевской Руси. Русы или росы – это славяне. Но она основана на поздней истории и практически ничем не подкреплена для той эпохи. Нет никаких данных о том, похожи ли языки и культуры русов и славян, где они жили и как появились на этом месте и так далее. Вторая. Русы или росы – некий осколок сарматов и аван, живших между Днепром и Доном и создавших свой каганат, конкурировавший с хазарами и разгромленный мадьярами, венграми, шедшими в сторону Западной Европы примерно в 850-х годах. Предполагается, что у них были неплохие отношения с поднепровскими славянами, и в конечном счете первые киевские князья из них. Это относительно поздняя теория, и есть некоторые аргументы в ее пользу, например, упоминание русов при Черноморье. Однако смущает само слово «каган» и «каганат», типично тюркское. Небольшие размеры предполагаемого государства, а каганат должен быть достаточно обширной территорией, и очень непродолжительный период его существования. С одной стороны, утверждается, что русский каганат был соперником хазарского, а с другой, хазарам даже не пришлось с ним много возиться. Достаточно было нашествия венгров, зависимых от хазар, мимоходом при переселении в Паннонию по пути разбивших от каганат. Как-то не вяжется. Не могли племена, подчиненные хазарам, разбить государство, которое подается как соперник хазар. Наконец, достаточно классическим и довольно обоснованная точка зрения, что русы или руотси – выходцы из одной из провинций современной Швеции, иначе говоря, варяги, то ли приглашенные на княжение славянами, то ли насадившие силой свою власть. В общем, это похоже на поведение варягов, известных под именем викингов по всей Европе, основавших новые феодальные государства, подчиняя или разрушая местные королевства. Например, широко известно завоевание сначала викингами севера нынешней Франции и создание там герцогства нормандского, Нормандии, а через пару столетий завоевание норманнами Англии. Происходило это в два этапа. Примерно в 862 году новгородцы призвали на княжение некую Рюрика с дружиной. Через несколько лет отделившиеся от него дружинники Аскольд и Дир захватили Киев, обратите внимание, уже существовавший в то время, и установили там свою власть. То есть не варяги основали Киев. Примерно в 882 году сын Рюрика Олег сам взял Киев. И опять-таки интересно, он убивает своих предшественников. То есть они правили в Киеве не по поручению Рюриковичей, а были даже не передовым их отрядом, а какими-то конкурентами. Он покорил окрестные племена и объединил прежние земли вокруг Новгорода с вновь приобретенными, с чего, собственно, и началась Киевская Русь.
Его наследником стал Игорь в 912 году. Интересно, что в 912, а в 882 Олег берет Киев. Однако же русский каганат упоминается в западноевропейских бертинских анналах еще в 839 году, то есть более чем на 40 лет ранее. Название каганат и название главы государства Каган или Хакан дает основание для хазарской версии. Само слово «Киев» означает почти на всех тюркских языках «зять». Общим местом в политике тех времен является заключение политических союзов путем женитьбы. Это совсем не исключение, это совсем не что-то оригинальное. И до этого столетиями, и даже тысячелетиями, и после. Как мы увидим в дальнейшем, браки между правителями сначала Киевской Руси, потом Московского государства и представителями разных тюркских народов, граничивших с Востока с их государством, были обычной многовековой практикой. Для тех, кто не знает, у Ивана Грозного, например, и Петра I матери были татарками по происхождению. Когда это было сделано в первый раз, никто не знает. Но вполне возможно, что кто-то из хазарских правителей выдал свою дочь за одного из русских вождей, кто бы он ни был, и помог ему утвердить свою власть, создав русский каганат как дочерний по отношению к хазарскому. При таком раскладе хазары могли рассматривать русский каганат как зависимое и подчиненное им государство. Если так становится понятным, то остервенение, с которым хазары пытались вновь подчинить себе Русь после смены власти в Киеве, сначала на Аскольда и Дира, а потом на Рюриковичей. Понятно и почему князь Святослав из Рюриковичей поставил себе цель на корню разгромить хазарский каганат, предприняв довольно тяжелый и рискованный поход на столицу Хазарии. Только так он мог устранить перспективу постоянных претензий на возобновление хазарского контроля над русским государством. Как бы то ни было, но все более убедительной представляется точка зрения, что первоначальные русы и славяне, точнее славянские племена, не были одним и тем же этносом, хотя жили где-то рядом или даже на одной территории. Такое, как мы видели на примере Крыма, было достаточно частым явлением. Оно, кстати говоря, довольно типично и для современного мира. Но по каким-то причинам, скорее всего, как и в других подобных случаях, военное превосходство русов и стало отправной точкой их лидерства над окружающими славянами. То есть русы стали военно-политической элитой местных славян. Организация этого государства происходила скорее сверху, чем снизу. Известно предание об Ингере, который пошел с дружиной собирать дань, а при повторной попытке они собрались и убили его. В свою очередь его жена Ольга, или Хельга, отомстила им, сжегши их поселение, перебив немало народа. Совсем не похоже на добровольное вхождение или всенародные выборы. Но образование государства подобным образом для того времени было совершенно типично. Вот как комментирует договор между русами и Византией от 944 года один из исследователей. Особенно интересен договор Игоря, в котором перечислены имена многих русских вельмож и купцов. Большинство из них имен явно не славянские. Мы от рода русского послы и купцы. Ивар, посол Игоря, великого князя русского, и общие послы. Воефаст от Святослава, сына Игоря, Искусеви от княгини Ольги, Слуды от Игоря, племянника Игоря, Улеп от Владислава, Каницар от Предславы, Шихберн от Сфандры, жены Улеба, Прастен от Тудора, Лебяр Фастов, Грим Сверьков, Простен от Акуна, племянника Игорева, Кары Гудков, Каршев Тудоров, Игри Евлисков, Воист Воиков, Истер Аминодов, Простен Тернов, Ятвяк Гунарев, Шибрид от Талдана, Кол Клеков, Стеге Этанон, Сфирка, Адват Гудов, Фудри Туалов, Мутур Утин. Купцы: Адунь, Адулп, Иггевлад, Улеп, Фрутан, Гамол, Куцы, Эмик, Турабил, Фурастен, Бруны, Роальп, Гунастр, Фрастен, Игельд, Турберн, Моны, Руальд, Свень, Стир,
Алдан, Тилен, Апубуксарь, Вузлев, Синко, Борич, посланная от Игоря, великого князя русского, и от всего княжья, от всех людей русской земли. Но я не уверен, что я произношу точно так, как эти имена произносились в прошлом, потому что это все в современной транскрипции, но уж найти у них славянские корни, ну, если кто-то найдет, пусть покажет. С одной стороны, договор явно свидетельствует, что русы Игоря говорили по-славянски, но славянские имена Святослав, Владислав, Предслава только у членов княжеского дома. И далее компонента Салтовско-Причерноморской, Прибалтийский и Дунайско-Балканский. То есть потомки создателей русского каганата уживались с совершенно другими народами. И даже не просто уживались. Все они составляли один род русский. В договоре совершенно отсутствует разделение правящей верхушки по этническому признаку. Иранцы перемешаны с кельтами, эстонцами и лирийцами. Русская элита в самом деле в течение нескольких столетий, примерно 2, ассимилировалась языково, культурно, внешне, точно так, как монголы ассимилировались среди тюрков в империи Чингисхана. После X века русы и бывшие под их властью русские действительно в культурно-языковом отношении стали славянами. Хотя, разумеется, и славяне довольно сильно изменились, впитав в себе как русов, так и иные этносы. С другой стороны, все, кто находился под властью русов, стали русскими, независимо от первоначального происхождения. Как ныне все граждане России именуются россиянами. Опять-таки независимо от этнического или национального происхождения. Поскольку в русском государстве того периода народ составляли преимущественно славяне, то сначала рассмотрим их. Славяне появляются на территории современной Украины и вообще Восточной Европы только после ухода готов на запад, то есть после II века III века нашей эры. Парадокс заключался в том, что славяне сами приходят с запада. Где находится прародина славян, до сих пор не совсем ясно. Судя по их следующим миграциям, это где-то Центральная Европа. Именно оттуда разные славянские племена расходятся на юг Балканы, запад вплоть до Дании и на восток, Приднепровье и севернее. Как это сочетается с общим движением варваров на запад в эпоху великого переселения народов, не очень понятно. Причем представители одного и же племени, того же племени, со временем оказываются на разных территориях, например, сербы, основной массив которых осел на Балканах, и сорбы, потомки которых живут сейчас в Германии. Хорваты, соседи балканских сербов, и белые хорваты, оказавшиеся на территории Киевской Руси. В римских и византийских или восточно-римских источниках начала нашей эры указания на славян, в отличие от галлов и германцев, например, нет. Иногда создается впечатление, что славяне и германцы живут на одних и тех же территориях, хотя к этому моменту эти две этнические общности заметно отличаются, по меньшей мере по языку, или движутся при переселении навстречу друг с другу. И каким же образом? Само слово или название славяне также не получило еще окончательного истолкования. Есть версия, что она происходит от слова «слово». Славяне, словенцы, словаки – те, кто говорят, словят. Другая версия опирается на латинское слово «склав» – «раб». В арабских источниках иногда употребляется слово «ас-сакалиба» для обозначения каких-то северных и малознакомых арабам племен. При этом названия самих славянских племен различаются категорически между собой и от этого общего названия. Тиверцы, венеды, кривичи, поляне, северяне, хорваты, сербы и так далее. Найти общий принцип их наименования или основу различий почти невозможно. До 8-10 веков расселение славян нестабильно, происходит миграция в разных направлениях, племя, осевшее было на одном месте по каким-то причинам, уходит за сотни, а то и тысячи километров от него. Образ жизни славян можно было бы назвать земледельческо-кочевой. Даже без внешних угроз славяне вели образ хозяйствования, обрекающий их на постоянную перекочевку. Подсечно-огневое земледелие заключалось в том, что приходилось расчищать делянку леса, сжигать на нем все, что осталось, и сажать на нем зерно. Часто это была рожь, позже ячмень, пшеница, овес, лен. После нескольких лет посева
земля истощалась. После этого необходимо было подготовить новую делянку. Когда истощалась вся земля в округе, приходилось уходить подальше. Поэтому вот нынешнее обозначение и противопоставление земледельцев и кочевников, оно как бы изначально исторически и научно неверно. Земледельцы были, пожалуй, больше кочевниками в ту эпоху, чем те, кого их считают. Потому что скотоводы, кочевники, занимали определенные усы, в пределах которых кочевали, но не искали постоянно какую-то новую землю, потому что прежняя истощалась. Лесная зона Европы тогда была еще относительно редко заселена, поэтому такие миграции до поры до времени были возможны. Но через столетия с ростом населения, как славян, так и их соседей, смена места проживания без конфликта стала невозможной. Именно это стало, по-видимому, точкой перехода к оседлости и необходимости создания государства, защищающего от соседей или, наоборот, оттесняющего их в случае недостатка земель. Примерно до X века славяне не очень выходили в степи, занятые кочевниками-скотоводами, поскольку сталкивались с сильным и мобильным противником, имевшим на тот период перевес во всех отношениях. К моменту создания Киевской Руси славянские поселения подошли к границе леса и лесостепи. Как и большинство варварских народов той эпохи, славяне имели свои религиозные культы, связанные с духами стихий, мест, сил природы. Однако широко известные Перун, Хорс, Даждьбог, Стрибог, Симаргл, Мокош являются санкционированными и установленными в качестве обязательных для поклонения собраний кельтских, славянских и иранских богов. Кто бы это сделал? Князь Киевский Владимир, будущий креститель Руси. Когда? В 980 году, за 8 лет до его похода на Херсонес. В следующей части цикла аудиолекций о народах Крыма вы узнаете о том, как киевский князь Владимир взял Херсонес и крестил Русь. Вы также узнаете, действительно ли Тмутаракань находится так далеко, как она была захвачена русскими князьями и что нам известно об этом княжестве.